Благодарю вас, госпожа председатель. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Убалир Сальди. Я лидер Tajik Youth for the Revival of Tajikistan. Мы сегодня говорим о гуманитарной ситуации в Таджикистане. В течение предыдущего десятилетия многие мирные люди в Таджикистане пострадали только потому, что думают иначе, либо высказываются открыто. Обыкновенные граждане, журналисты, активисты, политики арестовываются, подвергаются пыткам, либо их заставляют покинуть страну. Правительство запретило все любые независимые движения, такие как Группа 24 и также Tajik Youth for the Revival of Tajikistan. Год спустя, в 2015 году, была запрещена исламская партия. Таким образом, оппозиция была запрещена в стране. С тех пор свобода слова в принципе исчезла. И это чувствуется в повседневной жизни наших семей. Представители политической оппозиции преследуются. Журналистов преследуют на работе, забирают их дома. Многим довелось выехать из Таджикистана. Но даже в изгнании они не небезопасны. Мы видим, что есть случаи похищения, ареста либо гибели таджикских деятелей за рубежом в неизвестных обстоятельствах. Лидер группы 24 был убит в 2015 году в Стамбуле. Сукроп Сафаров, другой лидер группы 24, а также Насиджиров Шарипов, его коллега, подверглись нападению в Турции и позднее попали в Таджикистан в тюрьму. Все это показывает, что гуманитарный кризис имеет место не только в самой стране, но также за рубежом. Людей никогда не следует наказывать за то, что они гласят свои политические взгляды, имеют свои мнения. Мы говорим о человеческом достоинстве и также сочувствии. Молодежь Таджикистана верит в будущее. И мы далее будем выступать во имя тех, кого заставили молчать.